Атавай Ихсан представляет Ожидание суда Всевышнего. Затем все предстанут перед Аллахом. Всевышний Аллах построит высокие минареты, чтобы по ним поднялись пророки, поставит стулья для святых и шахидов. В ожидании и в страхе, каково же будет решение Аллаха, какое наказание их ждет, они встанут в ряды, в длину от запада до востока. В это время раздастся голос Аллаха: «Я являюсь хозяином сегодняшнего дня и судьей, который вынесет верное решение. Мое величие, мое почтение, я не окажу снисходительность, вынося сегодня решение между вами. И не останется безнаказанным даже животное с рогами за удар, нанесенное по безрогому животному. И тогда от страха и переживаний о себе человек будет не в состоянии отличить даже запад от востока. Каждый человек не узнает человека, находящегося рядом с ним, будь тот мужчина или женщина. Ему будет не до этого. Затем усилится жара, температура в этот день будет в 70 раз выше обычного. Аллах приблизит ад так, чтобы все его видели. От жары мозг каждого человека будет кипеть. С каждого человека будет литься пот, соответственно, его грехам. Люди станут ныть, приговаривая о том, что настал тот день, наступление которого обещал Аллах, о котором думали, что он далек. Мунафик, лицемер, станет кусать пальцы своих рук. Хоть следовал бы я своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это великий день. Из-за страха перед ним богобоязненные люди проводят ночи в бдении и в богослужении. Хотя они и совершают такое ибадат, богослужение, от мысли о мучениях этого дня на их глазах не высыхают слезы. Этот день так долг, что никак не проходит и не наступит ночь. Если в этот день ты проголодаешься или почувствуешь жажду, ты ничего не сможешь сделать. Ни богатство, ни дети, ни родня не смогут помочь тебе. В этот день все, сын у отца, брат у своего брата, мать у сына, сын у матери, будут требовать все, что они должны им. К этому дню ангелами приготовлены записи обо всех хороших и плохих деяниях людей. Трудности судного дня. В судный день люди подразделяются на 3 группы. В первую группу входят люди, на счету которых нет ни одного хорошего деяния. Это кафиры, неверные, и мунафики, лицемеры. Этих людей ангелы сразу бросают в ад, ни о чем не спрашивая. Вторая группа – это люди, которые в своей жизни плохого не сделали, жили по шариату, обдумывая каждый свой шаг. Это пророки и приближенные к Аллаху. Их деяния даже не взвешиваются, поскольку у них нет ни одного плохого деяния, чтобы поставить на чашу весов. Их не допрашивают. Эти люди быстро, подобно молнии, пройдут через мост Сират и войдут в рай. Третья группа – это люди, которые были верующими и совершали хорошее и плохое вперемешку. Один ангел привяжет людей этой группы за шею, запечатает их рты и доставит к Аллаху для допроса. Все, что они совершили в этой жизни, будет взвешено на весах. Когда весь народ предстанет перед Аллахом, спустятся ангелы благодати, отворив небесные врата, спустятся и ангелы мучения. Рай будет на правой стороне от арша, на виду у всех, хороших и плохих. До них дойдут благоухания рая, который находится на расстоянии 500 лет. Привязав 70 тысячами железных цепей, которые будут держать по 70 тысяч ангелов, разместят ад слева от арша. Вместе с адом прибудут черные, беспощадные ангелы, ангелы мучений, готовые выполнить любое повеление Всевышнего. Глаза у них подобны молнии, с лиц будет исходить огонь, а в руках у них железные цепи и оковы. Будучи на 500-летнем расстоянии от людей, ад издаст один звук. От этого звука все ангелы
Пророки, валии упадут на колени лицом вниз, а другие потеряют сознание. Тогда все люди скажут: «О Аллах, как спасти себя?» Пророк Адам, алейхиссалам, скажет: «О мой Аллах, я не буду просить тебя о моей жене Хаве, о моем сыне Кабиле, я прошу о себе». Пророк Нух, алейхиссалам, скажет: «О мой Аллах, я не прошу о моих сыновьях и семьях, я прошу о себе». Пророк Ибрахим, алейхиссалам, скажет: «О мой Аллах, я не прошу тебя о моих сыновьях Исмаиле и Исхаке, я прошу о себе». Пророк Муса, алейхиссалам, скажет: «О мой Аллах, я не прошу тебя о своем брате Харуне, я прошу о себе». Пророк Иса, алейхиссалам, скажет: «О мой Аллах, я не прошу тебя о своей матери Марьям, я прошу о себе». От тяжести этого дня человеку будет казаться, что ему некуда деться от его мук, даже если он совершал богослужение, равное богослужению 70 пророков. Высший суд. Начинает Аллах с опроса пророков. «И я отправлял вас распространять веру среди народа. Как они вам ответили?» От тяжести этого дня и страха перед Всевышним они скажут: «О наш Владыка, сегодня мы безумны и безграмотны. Ты знающий все явное и тайное. Ты лучше знаешь, как они нам ответили». Так, увидев страх и стыд пророков перед Всевышним, многие захотят, чтобы их поскорее отправили в ад, дабы не быть опозоренными перед Аллахом и людьми, раскрыв свои плохие и унизительные деяния. Затем в руки всех людей отдадут бумагу, на которой записаны все их деяния. Тому, кто хорошее делал больше плохого, бумагу отдадут с правой стороны, а тому, кто плохое сделал больше хорошего, с левой. Тот, кому бумагу отдадут с левой стороны, скажет: «Неужели я совершил все эти плохие деяния, если даже знает, что совершил?» Затем Аллах спросит каждого человека, не сделал ли он такой-то грех явно, такой тайно, спросит обо всем, не пропустив ни одного малейшего греха. А бедному человеку трудно говорить правду. Он скажет: «О Аллах, ты же сделал запретным оказывать гнет над другими». Когда Аллах скажет, что он запрещал гнет, человек скажет: «В таком случае пусть каждый орган моего тела заговорит и расскажет обо всем, что делал». Тогда Аллах запечатает рот своего раба и повелит его органам рассказать обо всем. Каждый орган изложит все плохое и все хорошее, что он совершил. Тело, оказавшегося в безвыходном положении раба, свалит всю вину на душу, а душа – на тело. Тело скажет душе: «Если бы тебя во мне не было, я был бы подобен камню или растению, безумным, не могущим двигаться. Из-за тебя я попал в грех, из-за тебя я провинился перед Всевышним. Ты сделала так, чтобы все плохое мне казалось хорошим». Душа скажет телу: «Я ни в чем не мощна, беспомощный ветер без ног, головы, глаз, ушей, который был впущен в твое тело. Тем, что я попала в твое тело, и твоим поведением я оказалась в мучении». Тогда Аллах пошлет одного ангела, чтобы тот разрешил спор между телом и душой. Этот ангел скажет телу и душе: допустим, что парализованный человек, который не может двигаться, и слепой человек, который абсолютно ничего не видит, оказались в чужом саду. Парализованный, но видящий человек сказал слепому: «На том дереве я вижу плод, но я не могу его достать». Слепой ответил: «Садись на меня, вместе с тобой я залезу на дерево, а поскольку ты видишь, плоды будешь срывать ты». И если таким образом они залезут на дерево и съедят чужие фрукты, то есть харам, кто же из них будет виноват? Душа и тело ответят: виноваты они оба. Тогда ангел скажет им: «Вы пришли к верному выводу без моей помощи. В нашем случае тоже виноваты вы оба, поскольку вы совершили грехи вместе. Душа, проезжая на теле, тело на душе». Тогда у человека не останется слов.
на возражение. Аллах, если захочет, спросит раба: «Ты знаешь все те грехи, которые ты совершил?» и перечислит их. Если раб скажет, что знает, Аллах не накажет его за эти грехи и скажет: «Как я скрыл твои грехи в этом мире, так я и сегодня скрою их, не раскрою их и не накажу тебя». Цель нашего тавбу заключается в том, чтобы в судный день Аллах оставил наши грехи в тайне. Не забудьте подписаться на канал. Подписавшись на канал, вы не только приобретаете знания, но и являетесь распространителями ислама.